элитарным и массовым, о том, что у нас немножко есть такая подмена понятий или сдвинуто понятие о том, что является элитарным или массовым. Это касается белорусской ситуации. На Западе вот, понятие элитарное и коммерческое, они практически совпадают. У нас коммерческим искусством называют салон. Вот. Это то, что в золотых рамах, выставлено для продажи и, естественно, относится к этому с предубеждением, что это, конечно, искусство ниже ранга. Но это чаще всего имеет как бы отношение только к белорусской ситуации, потому что в мире искусство коммерчески успешное, оно как бы является синонимом и элитарного. Примеры таких художников, как там Грион Хёрст или там, Джефф Кунс, которые являются все-таки лидером в художественной среде, и в то же время они устанавливают аукционные рекорды. Вот. Это говорит о том, что у нас просто произошла подмена понятий. Вернее, когда у нас зима, там лето, все ездят туда отмечать Новый год. Я здесь просто изобразил шезлонг, самый как бы узнаваемый дизайн шезлонга — это красно-белая полоска. Вот. И любого матраца. И в то же время самая узнаваемая новогодняя бумага — это синяя бумага ультрамариновая с золотыми звездочками, вот, в которую упаковывается подарок. Допустим, они приехали из Европы, и бойфренд этой девушки подарил ей зимние сапоги, упаковали его в эту вот новогоднюю бумагу, завязали бантик золотой. Вот. Ну и потом, используя два стереотипа, абсолютных вот, стереотип, допустим, новогодней упаковочной бумаги и этого шезлонга, матраца, вот, появляется третий стереотип. И тут, допустим, нету такого прямого прочтения этой картины. Я как бы оставляю зрителю возможность домыслить ее, несколько вариантов прочтения. Кому-то это покажется просто девушка, лежащая с коробкой из-под сапог на шезлонге, кому-то это покажется американским флагом. Ну вот плейбой — это тоже мальчик, которому подарили автомат, это, понятно, мальчик, готовый к игре, к стереотипам нашим. Тема подмены понятий и профанации. Вот, как-то меня волновало в последнее время о том, что мы опосредованно, не напрямую воспринимаем в последнее время жизнь, о том, что мы больше верим изображению на мониторах, чем своим глазам, о том, что мы, выезжая на природу, не слушаем пение птиц, а слушаем музыку из магнитофона в машине, о том, что мы через какие-то вот гаджеты и современные устройства воспринимаем мир, о том, что мы чаще иногда позволяем себе написать письмо человеку, сидящему в соседней комнате, электронное. У меня был такой проект «Зоопарк галереи» у Майстра, есть такая галерея в Гродно, Минске, его никто не видел. Это было задумано как большая инсталляция. Люди любят украшать свое жилище шкурами животных. Вот, и я представил себе зоопарк, были вот шкуры животных, и в том числе и человека, потому что Homo sapiens это тоже, если по биологическим меркам подходит. И вот там, да, камуфляж — это как раз та одежда, в которой человек больше всего подобляется. Есть в Москве такой фестиваль очень популярный, он проходит в Манеже «Традиции и современность». Это был коллективный проект, но автор панно я. Это такой волшебный сад. Тут как раз такое было сочетание живописи и такого хэппининга, я бы сказал. Когда-то, еще 100 лет назад, в Швеции побежден был туберкулез, потому что дети из одной школы придумали продавать цветочки. И изготавливали цветочки, и продавали, и появились финансы. И с той поры, это первая страна была в Европе, которая преодолела туберкулез.
И ровно 100 лет назад, в 2011 году, в Минске была тоже такая акция по продаже цветочков произведена. Вот. И мы решили что-то сделать подобное. Продавали тоже небольшие цветочки, которыми каждый зритель украшал эти деревья, они расцветали. Вот. И деньги были собраны на... У нас есть гематологический центр, а в России его нет. Он открывается в этом году, и это панно будет там присутствовать. Вот это тоже был такой коллективный проект. Вы знаете, что арт-манеж — это, конечно, такая ярмарка, базар, можно назвать, искусство. Ну, поскольку это коммерческое такое предприятие, здесь была расклонирована картина Андрея Родионова, называется она «Волшебная флейта», по такой цветовой раскладке, триады, вот, по всем правилам цветоведения. Ну, как бы никто не верил, что это ручная работа. Это как бы такая игра в такой поп-арт. Более цельный проект, он назывался «Смайл». Это тоже «Смайл» как символ эпохи. Вот куратор проекта даже нашла высказывание Набокова про «Смайл». Он еще в 1969 году в одном из интервью сказал, надо бы придумать какой-то, тогда еще не было компьютеров, и вот, какой-то виртуальный знак в виде положенной навзничь скобки. Потому что я его представляю как писатель. Он пишет, и ему нужно выразить, допустим, смех персонажа или улыбку. И что ему писать? В русской литературе пишут «хм» или там «ха-ха-ха», но это все как-то не отражает. И он был за то, чтобы придумать типографский знак. Знаковый американский критик Лемен Гринберг написал в 1938, по-моему, году статью, которая называлась «Авангард и кич». И вот кич он характеризовал как искусство, которое согласно с действительностью. И вот вы только что, в общем-то, обсуждали то, что вы не критикуете действительность. Поэтому можете вы назвать свое искусство кичем? Наверное, отчасти да. И я, по крайней мере, я могу констатировать то, что я не боюсь, если меня... Ну, в смысле, я не обижаюсь, если меня называют кичевым художником, потому что я знаю себе цену, я могу нарисовать не кичевую картину. Вот. Гораздо более опасный для автора, если он думает, что он хватается за глобальные темы, а выходит пшик вот тут вот. Потому что можно ухватиться за любую глобальную тему и плохим исполнением, просто непрофессиональным ее как бы принизить, и получится результат как получится. Вот. И в то же время самую как бы мизерную тему можно хорошим исполнением, авторским каким-то неожиданным подходом. Это я говорю не о себе, а вообще. Вот. Можно возвысить дух большого искусства. У нас в белорусском искусстве есть просто провалы временные. И нельзя вот вскочить в этот поезд европейского мирового искусства, не пройдя некоторые этапы.